Всем привет, мои дорогие друзья! Всех приветствую на своем канале. С вами Астарта Сантия. Делаем расклад для дам на будущую недельку с 14 по 20 сентября на игральных картах. Цыганский расклад, как обычно. 3 варианта на выбор. Дама бубновая, трефовая, червовая и рекламная пауза. Я предлагаю на ваш выбор изготовленные амулеты, талисманы. В общем-то, это будут украшения, браслеты, либо ожерелья из камней, из жемчуга, бисера в современной манере, в которой в модной сейчас. Но они будут все заговоренные, так сказать, на разные нужды. В скором времени выложу примерные свои работы, фотографии, либо здесь сниму презентацию на канале, в инстаграме или здесь на канале, в общем-то, увидите примерные. Надеюсь, что вам это будет интересно. И на этом рекламная пауза заканчивается. 3 варианта на выбор. Дама бубновая, трефовая, червовая. Пожалуйста, не привязывайтесь к внешности, к внешнему виду. Выбирайте интуитивно сегодня. Как вам подсказывает, куда вас толкает интуиция, значит, сегодня для вас это верно. Если хочется посмотреть там не одну, а 2 дамы, например, смотрите 2, значит, золотая середина сегодня будет для вас. Что-то рациональное в 2 вариантах, либо в 3 для вас будет. Итак, переходите по тайм-коду, я начинаю с 1 варианта. Итак, дамы дорогие, первый вариант партнером назначила короля трефового. Заходите вы в период с какими-то пустыми хлопотами. Это могут быть какие-то бытовые хлопоты, либо хлопоты, которые вам не принесли какого-то результата, который вы ожидали. И здесь еще и какие-то любезности и ваши достижения, радостные достижения, хорошие достижения в плане работы, либо вашего личного бизнеса. Также здесь вы заходите в недельку с какими-то разговорами с некой червовой мастью. Это могут быть и король, и дама червовые, то есть 2 лица, а может быть у кого-то либо король, либо дама. У каждого своя ситуация, примеряйте на себя. И с чаяниями и надеждами короля и дамы, тоже разговор у вас с ними произошел. Также тут в ранней дороге был некий казенный король. Казенный король — это полицейский, врач, адвокат, юрист, кассир какой-нибудь в банке и так далее и тому подобное. В общем, здесь вы в ранней дороге получили от него какой-то большой, крупный, нечаянный интерес. И также здесь присутствует и червовая масть, либо король, либо дама червовая. У каждого будет свое. Еще как может проиграться, что просто-напросто вы очень благородно и очень благосклонно относитесь к червовой масти, либо к даме, либо к королю, и от червовой масти вы получили какой-то большой, крупный, нечаянный интерес для себя. Итак, единички милые, на сердце у вас хлопоты червовая масть, либо короля, либо дамы. Под сердцем какая-то дальняя дорога, либо ваше будущее. В голове вы содержите хлопоты вашего партнера, и разговор с ним был в свидании с вами. Вот он в ногах, червовый король, свидание с ним, и получили вы какой-то, были с интересом к этому свиданию с вашим партнером. И к вашему партнеру были тоже со своим интересом. Также могли получить денежки, достаточно такую крупную сумму денег. Что было? Дама червовая и ваш партнер король трефовый к вам был со своими любезностями, и у вас был с ним важный разговор. А мог быть и разговор, скандал, выяснение отношений. У каждого будет по-своему. Также здесь ваш партнер король трефовый был к вам со своими чаяниями и надеждами, но как-то вы на него злились и раздражались. И также в прошлом, вот совсем в недавнем прошлом, в ранней вашей дороге был ваш партнер король трефовый. Что будет? Некий казенный дом,
в этом казенном доме вы получите какие-то новости, известия и будете злиться, раздражаться на эти новости, известия. Если вы, к примеру, практик, эзотерик, занимаетесь какими-то энергетическими, эзотерическими практиками, то тут вполне возможно, что будете в будущем и практиковать. Также вы получите какой-то большой, крупный, нечаянный интерес через интерес червовой масти, либо короля, либо дамы. И у нас в будущем ваш партнер король трефовый, его дом, и вы к нему со своими любезностями. Если вы вхожи в его дом, будете что-то делать, либо совместно проживаете с ним, будете что-то делать по дому для него, либо совместно с ним. Если не проживаете совместно и не вхожи в его дом, то это король трефовый собственной персоной, и вы к нему со своими хлопотами. И основная линия недельки. Будет у вас встреча, свидание с червовой мастью, либо с королем, либо с дамой. В ранней дороге будет ваш партнер король трефовый. И будет у вас разговор с этой самой червовой мастью, либо с дамой, либо с королем. Еще что не сказала. Если есть третье лицо в отношениях, некий червовый король, он же может быть и третьим лицом, то вполне возможно, что это он. Тогда что у нас получается? Если таковой есть, сейчас проговорю отдельно, тогда на сердце вы содержите хлопоты этого самого червового короля. В прошлом этот червовый король был к вам со своими чаяниями и надеждами, и в будущем вы получите через интерес червового короля какой-то большой, крупный, нечаянный интерес. То есть он к вам со своим интересом тоже к вам повернут, да, к вам направлен. И от него получаете тоже какой-то большой, крупный, нечаянный интерес. И основная линия недельки у вас будет свидание с червовым королем и разговор с червовым королем. Итак, дамы мои дорогие, на сердце вы содержите разговор с вашим партнером трефовым королем, червовую масть, либо короля, либо даму, и собственные хлопоты. И можете еще и хлопотать за червовую масть. Для дома ваш партнер король трефовый, встреча, свидание, жизнь с ним, он хлопочет за вас, он к вам со своими хлопотами, и какая-то с ним дальняя дорога, поездка, либо совместное с ним будущее. На сердце вы содержите какой-то большой, крупный разговор и себя, собственные интересы, собственную жизнь. Скорее всего, просто пытаетесь найти ответы на свои вопросы, постоянно анализируете, что-то думаете, планируете. А внутри, у себя, для себя любимой, что было? Был разговор с вашим партнером королем трефовым, и вы к нему были со своим интересом. Что будет? Партнер король трефовый собственной персоной к вам со своими чаяниями и надеждами, и некий червовый король. Что будет на пороге вот-вот? Червовая дама со своими хлопотами, со своим интересом к вам. Успокаиваетесь вы свиданием с червовой мастью, либо с королем, либо с дамой. Теперь, если в отношениях есть третье лицо, им выступает некий червовый король, вот все, что я сказала, но здесь вот на пороге, что будет вот-вот, червовый король к вам и со своими хлопотами, и со своими чаяниями, надеждами, и со своим интересом. То есть он в общем и целом прям вот к вам направлен и заинтересован с вами в отношениях и в общении. Успокаивайтесь вы свиданием с этим самым червовым королем. И здесь для вас тоже червовый король собственной персоной, вы к нему со своими хлопотами. Если вы вхожи в его дом, то еще и дом червового короля. Вот такой расклад у нас для единичек, дорогие мои. Я вам желаю, чтобы неделька была прекрасной, чудесной, гармоничной, полной любви, процветания, благополучия. Это была Старта Сантея. Всех благодарю, что были со мной. Прощаюсь и перехожу к двоечкам. Итак, второй вариант. Теперь смотрим вас. Партнером я вам назначила короля Бубнового. Да. Заходите вы в период с тем, что некая дама Бубновая была к вам со своими любезностями и какие-то пустые хлопоты. Либо вы даму Бубновую для себя ставите пусто, но есть она и есть, хлопочет она в вашу сторону, ну и пусть хлопочет, если так хочет. Также здесь дама червовая некая к вам тоже со своими хлопотами, и какая-то дальняя дорога вас с ней связывает, либо какое-то совместное будущее, что-то вы, видимо, обсуждаете, либо планируете с ней. И опять же, были разговоры, переговоры с дамой червовой. Если вхожи в ее дом, то это было в ее доме.
Ну, какие-то строили с ней планы, видимо, как-то общались, что-то обсуждали, разговаривали. Итак, милые мои дочки, на сердце вы содержите свои чаяния и надежды, под сердцем себя, либо собственный дом. Кстати, партнером назначила вам короля Бубнова, и он, голубчик, у нас в этом раскладе вообще не выпал. То есть вам будет не до отношений с ним, будете вы заняты чем-то другим. В голове вы содержите некого казенного короля и ваши собственные любезности. И в ранней дороге у вас была некая дама Бубновая. В ногах у нас какой-то вы получили большой, крупный, нечаянный интерес от дамы Червовой в разговоре с ней. И в разговоре в этом еще участвовала и дама Бубновая. Что было? Был опять же разговор, встреча, свидание с дамой Бубновой. Эта дама Бубновая была к вам со своими любезностями. Также у нас в прошлом дама Червовая и ее дом, если вы в ее дом вхожи, если нет, то это просто дама Червовая. Также у нас в прошлом были какие-то пустые хлопоты, и дама Червовая была к вам со своим интересом. Либо вы интерес дамы Червовой для себя ставите как-то пусто. Что будет? Какой-то большой, крупный разговор у вас самой с собой и переживания за себя, видимо, за свои какие-то чаяния и надежды, а может быть за свой бизнес, за свою работу, за какие-то свои дела. Также у нас в будущем, что дама Червовая к вам со своими хлопотами, и через ее хлопоты вы получите какие-то новости, какие-то известия. И дама Бубновая будет к вам со своим интересом, и будет у вас встреча, свидание с дамой Бубновой и с дамой Червовой. Может быть, это две ваши подруги, и вы просто-напросто втроем вот и увидитесь. И основная линия недельки у вас будет разговор, опять же, с дамой Бубновой. Дама Червовая к вам со своими чаяниями и надеждами, но почему-то вы на эти чаяния и надежды, на даму Червовую, в принципе, будете злиться и раздражаться. И дама Бубновая к вам тоже со своими хлопотами. Если вы практик, эзотерик, то тут вполне возможно, либо гадаете на картах, к примеру, да, можете гадать и для дамы Червовой, и для дамы Бубновой. Итак, для вас дама Бубновая к вам со своим интересом, и дама Червовая к вам со своими чаяниями и надеждами. Для дома дама Червовая к вам со своим интересом, и будет у вас встреча, свидание с дамой Бубновой, и будет между вами разговор. Но, кстати, может так случиться, что опять же втроем с дамой Червовой будете встречаться. На сердце вы содержите какой-то большой, крупный, нечаянный интерес, и даму Бубновую разговор с ней. Что было? Вы и у вас была встреча, свидание с дамой Червовой, и она к вам была со своими хлопотами. Что будет? Дама Червовая, получите вы от нее какие-то новости, известия. И дама Бубнова тоже к вам будет со своими любезностями. Что будет на пороге? Вот-вот будете как-то переживать за себя, за свои чаяния и надежды. Либо это могут быть какие-то недомогания, либо плохое самочувствие. И будет у вас разговор с дамой Червовой через либо за ваши чаяния и надежды. Успокаивайтесь вы собой и собственными любезностями и успехами. Вот такой расклад для двоечек. Я вам желаю, дорогие мои, конечно, чтобы неделька была прекрасной, чудесной, продуктивной, наполненной результатами, наполненной гармонией, наполненной любовью, красотой и исполнением желания. Это была Астарта Сантилья. Всех благодарю, что были со мной. С вами прощаюсь и перехожу к троечкам. Итак, троечки, смотрим вас. Партнером назначила короля Трифового. Заходите вы вперед с какими-то вопросами, связанными с работой. Но вопросы это пустые. Либо это и рабочие вопросы, и некие пустые бытовые хлопоты. Также получили вы какие-то небольшие денежки. И, видимо, денежки эти заработаны на работе. Плюс злились и раздражались на какие-то рабочие моменты. Либо, если вы практик, эзотерик, занимаетесь всякими
и всяческими работами, связанными, да, с эзотерической практикой, то здесь вполне возможно, что занимались, практиковали на работу, на успех, на перспективы на работе. Также здесь злились, раздражались на вопросы, связанные с деньгами, с финансами, либо с какими-то документами, на которые надеялись, возлагали какие-то свои чаяния и надежды. Либо узнали просто-напросто какие-то сплетни, опять же, некрасивого, неприятного характера. Итак, дамы мои дорогие, на сердце вы содержите собственные хлопоты, под сердцем тоже себя и разговоры с собой. В голове у вас вы и ваш партнер, король трефовый, и он к вам со своими любезностями, и ваш совместный с ним дом. Все-таки я склоняюсь к тому, что вы совместно такие проживаете. Если нет, то это вы и ваш партнер собственными персонами. В ногах ваш партнер, собственно говоря, и интерес некого бубнового короля. Кто это? Если третье лицо, то это может быть он, если нет, то кто угодно. Друг, брат, сват, коллега по работе, какой-нибудь, не знаю, продавец в магазине, таксист и так далее и тому подобное. И вы переживали за интерес этого бубнового короля, либо вы переживали за деньги, за какие-то большие крупные суммы. Что было? Были какие-то пустые хлопоты, и была совместная ранняя дорога с этим самым неким бубновым королем. Также через хлопоты трефового короля вы получили какие-то новости и какие-то известия. И была у вас встреча-свидание с этим самым бубновым королем. Что будет? Некая дальняя дорога, либо это ваше совместное будущее с неким бубновым королем, либо дальняя дорога, тоже совместная. И этот бубновый король к вам был со своими хлопотами, и был через его хлопоты у вас с ним разговор. Также вы злились, раздражались на свои чаяния и надежды, но если вы практик эзотерик, то вы занимались какими-то магическими, эзотерическими, энергетическими практиками за свой интерес и за свои чаяния и надежды. И также у нас в будущем, в ранней дороге, будет у вас и трефовый король, и бубновый король. И основная линия недельки. Все-таки вас интересует некий казенный дом. В этом казенном доме вы получите какой-то большой, крупный, нечаянный интерес. И также ваш партнер, свидание, жизнь с ним, он будет к вам со своим интересом. И через его интерес вы также можете получить для себя какой-то большой, крупный, нечаянный интерес. Теперь смотрите, если в вашей жизни есть третье лицо, этим третьим лицом выступает король бубновый, сейчас я вам отдельно расскажу и про него, как выпал здесь он. В голове у вас ваш партнер, как я и сказала, а в ногах, смотрите, бубновый король, его интерес к вам. Что было? Была у вас с ним совместная дорога ранняя и свидание с ним тоже было. Что будет? Какая-то дальняя дорога совместная, опять же, с ним. Он будет к вам со своими хлопотами, будет у вас с ним разговор. И, собственно, в будущем он личной своей персоной тоже здесь у нас выпал в позиции будущего. Итак, для вас ваш партнер со своими хлопотами, и вы к нему со своими чаяниями и надеждами. И также, если вы совместно проживаете, то ваш с ним совместный дом. Для дома некий бубновый король в ранней дороге и некий казенный дом. Кстати, если у вас есть какое-то свое дело, бизнес, то как раз таки речь может быть, и казенный дом может выступать именно вашим бизнесом. На сердце вы содержите хлопоты бубнового короля, разговор с ним и, собственно, себя и свои хлопоты. Что было? Ваш партнер король трефовый к вам со своими любезностями, но как-то вы для себя его ставите пусто. Вот уже он вас как-то не волнует. Что будет? Король бубновый к вам со своим интересом. От бубнового короля вы получаете какие-то новости, известия. Все это в ранней дороге. Что будет на пороге вот-вот? Опять же, встреча, свидание с этим самым бубновым королем. И ваш партнер король трефовый к вам со своим интересом. Успокаиваетесь вы либо дальней дорогой, либо собственным будущим.
И если вы практик эзотерик, в чем я почти уверена, то здесь какими-то эзотерическими практиками, связанными и направленными на будущее свое. А если нет, то как раз таки можете успокоиться и, например, гаданием на свое будущее, тоже такое может быть. И троечки, такой расклад выпал для вас. Я вам желаю всего самого наилучшего. Берегите, любите, балуйте, цените, заботьтесь о себе. И пусть ваша неделька будет продуктивной, приятной, красивой, гармоничной, полной любви, гармонии и процветания. Это была Астарта Сантия. Еще раз всех благодарю и прощаюсь. Всем пока, всем увидимся.